Сотрудники МЧС отработали навыки спасения на воде. В преддверии купального сезона в стране проходит неделя безопасности. Населению напоминают о правилах безопасности и рассказывают, что делать в случае ЧС. 1 июня реки и водоемы заполнят отдыхающие. Как к этой встрече готовятся спасатели, расскажет Батрас Тумаев. Копающих дело рук, спасателей и галсового способа поиска. Иными словами, ориентира по веревке, когда водолазу с суши указывают путь до человека. На этом инструментарий не заканчивается. В наличии у спасателей, конечно, комбинезон, глубиномер, кислород и компас. Рассказывайте, что за чудо-устройство. Ну, конечно, кто-то удивится, зачем спасателям нужно под водой компас, ведь он не какой-то не турист, он не занимается спортивным ориентированием. Но дело в том, что мало кто себе представляет, что видимость под водой практически нулевая бывает. И чтобы выйти безопасно выйти на какой-то объект, который находится под водой, спасатель-водолаз использует тот обычный, хороший, простой советский компас. Скажите, пожалуйста, в самой глубине он будет виден? Компас подсвечивается, работает на глубине до 50 метров. И можно проводить безопасные спуски, используя данные компасы российского производства, который еще ни разу не подводил. Не подводит спасателей и чувство локтя. После первого этапа тренировок сотрудники МЧС переходят ко второму. По легенде учений, во время работ на дне водоема одному из водолазов становится плохо. Задача – поднять со дна коллегу и оказать ему первую помощь. В преддверии купального сезона обязательная профилактическая работа. Сотрудники МЧС проводят беседы с отдыхающими, рассказывают им, как нужно вести себя на воде и что делать в случае ЧС. Ознакомьтесь с правилами поведения на воде. Первым делом слежу, чтобы ребенок не оставался без присмотра, не прыгала возле воды одна, тем более сейчас очень еще холодно. Да, в принципе, смотрим на окружающих, чтобы не было подозрительных личностей. При входе видели большую табличку, обратили внимание, что правила поведения на водоеме, правила безопасности почитали. Будем учить детей. Ева, иди сюда. Подобные учения, дни открытых дверей и встречи с населением сотрудники МЧС проводят всю неделю по всей стране. Батрас Тумаев, Артур Нерсесов, Вести, Алания.